Салам алейкум, хурматли милләттәштәр, һаумыгыз дуслар. Здравствуйте, уважаемые подписчики моего канала. Я очень часто и очень много говорю о том, что нам, башкирам, нужна независимость. Почему я к этому пришел? Ведь раньше, когда я был в организации Кукбуре, в организации Башкорт, я не говорил об этом, о независимости. Я призывал, и наша организация тогда призывали к федерации, к обновленной федерации, к возвращению суверенитета, того ограниченного суверенитета, который у нас был в 90-х годах. Мы требовали от Москвы соблюдения федеративных отношений. Мы не призывали к независимости. Мы хотели федерацию тогда еще. Но события последних лет прекрасно показали, что это не работает. Никакая федерация здесь, в этой стране, невозможна. Башкиры на своем историческом опыте показали и доказали, что с этой империей, с Москвой невозможно строить какие-либо равноправные отношения. Мы 3 раза подписывали договор с ними на равноправных основах. Мы никогда не считали себя ниже русских. Мы всегда считали себя равным народом и подписывали договоры соответствующие, равноправные. Но что происходило? Нас постоянно кидали, нас постоянно обманывали. Россия постоянно разрывала эти договора и постоянно нам начинала диктовать, как нам жить, как нам поступать, на каком языке нам разговаривать, на каком языке нам учиться. И сейчас пришло осознание и понимание того, что дальше так просто невозможно продолжать жить. Только независимость спасет нас. Это осознание пришло особенно после того, когда Россия начала эту бессмысленную войну против Украины, где участвует наш башкирский народ. Что он там делает? Зачем нам нужна эта война? Зачем нам нужны эти земли Донбасса и Крыма? Абсолютно нам, башкирам, это не нужно. Ни земли Донбасса, ни земли Крыма. Что мы в Крым и так могли съездить, когда Украина была независимым, и когда Крым был в составе Украины. Свободно могли съездить и отдыхать. А еще больше мы часто ездим в Турцию, к братскому нашему народу. Зачем нам Крым? Ну, кто-то хотел в Крым ехать, я еще раз говорю, также мог свободно ездить. Никаких ограничений не было. Сейчас башкиры умирают тысячами на этой войне. Нам это надо? Ну, абсолютно не надо. И это же не по желанию башкир происходит. Нас туда отправляют. У нас наша экономика сейчас терпит крах из-за этой войны. У нас забирают огромные доходы на эту войну. Зачем нам это надо? Плюс, помимо этого, у нас здесь, в Башкортостане, просто наложили ограничения, массовые ограничения на население, на башкир в связи с этой войной. Элементарно, мы не можем просто выйти с митингом, провести какую-то акцию в защиту своей родной земли. Мы не можем выйти с одним простым плакатом, где будет написано «Кырктау яща». Тут же тебя арестуют, тут же будут маски-шоу, ворвутся к тебе домой, проведут обыск, еще и возбудят против тебя уголовное дело. Это произошло все в результате вот этой агрессивной российской политики, агрессивной политики Путина, который, пытаясь укрепиться во власти, пытаясь сохранить за собой власть, начал закручивать гайки везде и во всем. Путин нам уничтожил наш башкирский язык. Когда-то наш башкирский язык, мы на башкирском языке могли свободно изучать алгебру, геометрию, физику, химию. У нас большая часть населения разговаривала на башкирском языке. У нас были школы до 11 класса на башкирском языке. У нас были, пусть не институты, но как минимум какие-то кафедры на башкирском языке были. Сейчас этого ничего нету. Ни одной школы нету до 11 класса на башкирском языке. Вот результат того, что мы остались в этой федерации, подписали с ней договор. Вот результат обмана со стороны России нашего народа. Мы всегда нас российская
империя эта обманывала под разными предлогами. Когда была Российская империя Романовых, она говорила нам, что вот вы остаетесь в составе нашей империи, а мы вам несем цивилизованную, там, цивилизаторскую миссию какую-то, да, там, учим тому, учим этому, там, строим какие-то города. На самом деле просто она с нас выкачивала все природные ресурсы и отправляла также нас на войну. СССР потом обманывал, что вот они нас ведут к коммунизму, к социализму. Опять происходило то же самое. Нас обанкручивали, нас превращали в какой-то непонятный советский народ. Все это время нас постоянно грабили, постоянно у нас все это отнимали. И точно так же отправляли наших людей на войну. И Вторая мировая война, Финская война, и подавление Чехословакии, Венгрии, и Афганистан. Нам это нужно было? Абсолютно не нужно было. И сейчас Российская Федерация тоже обманула нас. Сперва говорила о том, что будем строить демократическое общество, все будет хорошо. В итоге все это превратилось в диктатуру, тоталитарный режим с подавлением любых прав и свобод, с подавлением гласности. И опять нас отправляют на войну. И опять у нас все выкачивают, отнимают, грабят нас. А тех, кто не согласен, тех сажают. Но зачем нам нужна такая страна? Зачем нам жить в такой стране? Именно поэтому я пришел к мысли о том, что нам нужна независимость. Именно поэтому я начал призывать весь свой народ к тому, что мы, башкиры, должны жить в независимом государстве, в свободном государстве. Но многие башкиры, а я буду говорить только за башкирский народ, многие башкиры до сих пор не верят или боятся. Да, уже больше и больше людей, больше и больше башкир начинают хотеть независимости под теми аргументами, которые я и наши соратники выдвигают. Мы постоянно говорим, объясняем, что нас обманывали, нас грабили постоянно, нас уничтожали, нас подавляли, нам не дают развиваться, уничтожают нашу культуру, язык, историю, наших национальных героев. Это мы постоянно объясняем, это работает. Все население все больше и больше начинает просыпаться. Но в любом случае, все равно большая часть пока еще спит. И даже если она начинает задумываться о независимости, многие боятся. Многие боятся, потому что боятся потерять то, что есть сейчас малое. Да, у них постоянно отнимают, но все равно они боятся. Сегодняшние запреты, вот уже, то есть, да, вот нас... Ну, можно просто перечислить того, с чего мы лишаемся вот буквально на глазах. То, что происходит за последние несколько лет. Нам запретили все социальные сети, которыми мы раньше свободно пользовались. Там Facebook, Instagram, TikTok, сейчас WhatsApp, Telegram, YouTube ограничен максимально. То есть молодежь вообще уже не может. Вот и навязывают ей вот этот Max установить, который просто будет следить за тобой. Что ты говоришь, что ты смотришь, что ты слушаешь, с кем ты общаешься, куда ты передвигаешься. Все это будет лежать вот здесь вот в папке у опера, у следователя какого-то. И сегодня заработал единый реестр повесток, электронных повесток, когда молодому башкиру придет вот эта электронная повестка и все. И человек просто уже становится военнообязанным, и он уже никак не открутится от этой армии, никуда не сможет деться, потому что и границы будут закрыты. Его отправят на войну, на опять, как я сказал, ненужную никому нам войну. Вот это то, что сейчас происходит. Это помимо того, что, как я перечислил, что нас грабят экономически, что отнимают нашу землю, наши природные ресурсы. Те, кто возмущается, сажают, отнимают наш язык. Все это происходит на наших глазах вот в ускоренном темпе. Если еще 15 лет назад такого не было. Да, были давления на язык, мы как-то там протестовали, принимали какие-то митинги. То сегодня этого невозможно слово сказать. Тебя тут же обвинят в сепаратизме, экстремизме, в терроризме. Только ты слово скажешь за башкирский язык. Все, ты тут же становишься врагом. Тебя начинают обвинять во всех грехах. И обязательно посадят тебя. Как это произошло со многими нашими активистами.
Баймакское дело прекрасно показало, что люди просто вышли к суду, их спровоцировали, их начали избивать. И когда они начали отвечать на это простыми снежками, их за это всех посадили, кого-то убили. И сейчас выносят огромные сроки. Поэтому люди боятся жить в этой стране, но в то же время многие боятся перемен, потому что думают, что будут жить еще хуже. Потому что они никогда не жили в независимом государстве. Они не знают, что это такое. Многие башкиры действительно говорят, что мы будем жить хуже, как мы проживем без России. Вот эта выученная беспомощность, что Москва это наша столица, Россия это наше государство, что русские это наш братский, в кавычках, народ, с которым мы веками бок о бок жили, радуясь. На самом деле он не братский для нас народ. Это просто соседний с нами народ. Соседний, это большая разница. Соседний и братский. Нет, братский народ не будет над тобой смеяться, над твоим языком, не будет говорить, что твой язык ненужный, что его не надо изучать, учите свой язык дома, что вы чурки. Братский народ так не будет поступать. Это может поступать так соседний народ. И вот этот соседний народ, он нам постоянно диктует. Он постоянно нас хочет сделать русскими. И нам навязывается сегодня эта русскость. И многие наши башкиры, поддаваясь этой пропаганде, боятся выходить из этой вот империи. Боятся сделать шаг к независимости, к свободному миру, к открытому миру. Для того, чтобы стать свободными, в первую очередь башкирам нужно освободить свое сознание. Стать вот здесь в голове свободными. Понять, оторвать себя полностью от России, от русского мира. Не ассоциировать себя с ним. Считать, что это вот что-то где-то там отдельное за пределами Башкортостана. Там в России, это где-то там далеко, это не у нас. Мы, башкиры, мы другой народ. Наш Башкортостан это другая республика, абсолютно не Россия. Не ассоциировать себя никогда и никак и ни разу с Россией. Абсолютно. Вот пусть мы живем официально в составе Российской Федерации. Пусть официально мы являемся по бумаге, по паспорту гражданами России. Но это официально и юридически. Но на самом деле это де юре, да? А де-факто считать себя свободными башкирами, которые никак не связаны с Россией. Не ассоциировать себя с братским русским народом. Мы не русские, мы не россияне, мы башкиры и жители Башкортостана. Вот здесь в голове должно сперва перемкнуть и должно прийти осознание и понятие, что мы другие, мы не русские. Это первое. И второе, чтобы башкиры увидели, как живут другие независимые государства, чтобы они перестали бояться независимости, чтобы они захотели этой независимости. Вам, башкирам, нужно побывать в бывших союзных республиках. Вот я призываю вас всех съездить, пока есть такая возможность, в бывшие союзные республики и посмотреть, как там живут. Конечно, я бы вам предложил в первую очередь побывать в таких странах, как Эстония, Латвия, Литва, балтийские страны. Посмотреть, как живет там народ, как свободно он там живет. Какие там зарплаты, какие там пенсии, как там учатся, на каком языке учатся, какие языки можно изучать, какие нельзя изучать. И многие, когда говорят, что там русских ущемляют, абсолютно неправда. Есть русские детские сады, есть русские школы до 11 класса. Правда, экзамен можно сдавать только на литовском языке. Но люди, обучившись в этих школах, выходят оттуда знающие несколько языков. Прекрасно владея своим русским языком, прекрасно владея литовским языком как государственным, прекрасно владея английским языком, потому что здесь упор идет на изучение английского языка. Вы бы посмотрели бы, как в магазинах, какой товар лежит, какие цены, какие дороги, какие дома, какая инфраструктура. Вы бы все это увидели, какие права у людей. Вы бы все это увидели своими собственными глазами. Но, к сожалению, сегодня балтийские страны вас просто не пустят, потому что они прекрасно понимают, что такое русский мир, особенно после Украины. Они боятся, элементарно боятся потерять свою свободу и то, как они выстроили свои государства. Балтийские страны все давным-давно обогнали Россию.
и по ВВП на душу населения, и по уровню развития, и по многим другим показателям. Они живут прекрасно, они могут путешествовать по всему миру, по всему Евросоюзу могут путешествовать. Литовец может сесть в машину и свободно, не без каких-либо ограничений, проехать до Голландии, до Нидерландов и вернуться обратно. Или до Португалии. И все будет у него нормально. Никто его не остановит, никто его не оштрафует, никто ему не скажет, ты что сюда приехал. Вот. Это ладно, балтийские страны. Если будет такая возможность, приезжайте, обязательно посмотрите, если есть такая возможность. К сожалению, такой возможности у большинства башкир нету. Но у них еще есть пока возможность побывать в тех странах, куда можно приехать по внутреннему паспорту. Это Азербайджан, Армения, Грузия и наши близкие соседние тюркские страны, как Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан. Съездите и посмотрите, как живут эти страны. Грузия, которая в 2 раза меньше, чем Башкортостан. Армения, которая в 4,5 раза меньше, чем Башкортостан. Азербайджан, который в полраза меньше, чем Башкортостан, прекрасно живут. Да, у них есть свои проблемы с экономикой, возможно, но они развиваются успешно, они решили все свои проблемы, которые им оставила Россия. Ну, я говорю про проблему между Арменией и Азербайджаном. Решили свободно, сейчас налаживают, заключили мир, налаживают какие-то отношения, торговые отношения. Развивается, у них растет культура, у них растет численность, у них растет язык, растет экономика, они путешествуют по всему миру, они свободные. Не хотите туда? Я призываю вас съездить в наши тюркские братские страны, соседние народы, такие как Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан. В первую очередь Казахстан, потому что просто соседнее государство. Съездите и посмотрите, как живут эти народы. Я там был в 2017 году, я уже тогда понял, насколько это прекрасно быть независимой страной, насколько это прекрасно быть свободными. Все эти 3 страны, Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан, выросли в численности в несколько раз, в то время как мы, башкиры, остановили свой рост и даже уменьшились. И многие другие народы уменьшились в численности. Языки мы свои практически потеряли, а они там восстановили свои языки и развили их. Сейчас они переходят на латиницу многие. У них язык в школах преподается в совершенстве. Молодежь разговаривает полностью на своих языках. Растет экономика. Казахстан. Вот последний пример, что ВВП на душу населения Казахстана обогнал ВВП на душу населения России. Ну чем не показатель? Прекрасный показатель. И как бы там ни возмущались русские, на самом деле, но это реальный факт. Почему так происходит? Ну потому что Россия воюет, залезла в ненужную для нее войну, где положила миллионы своих людей, огромные деньги уходят, 300 миллионов долларов в день уходит на войну у России с Украиной. Инфраструктура вся убита, плюс еще отнимают, сколько плюс огромные проблемы у России, да, санкции и так далее. Казахстан за это время сделал успешный рывок, экономически растет, и неудивительно, что у них такой рост. Просто как маленький пример, что в Казахстане, в Астане, 4-е в мире открылось беспилотное метро. Показатель? Показатель. Отличное, красивое, прекрасное метро, выполненное в национальном стиле, национальными орнаментами, все. Шикарно просто. У них строятся мосты, строятся дороги, развивается инфраструктура. Сейчас АЭС строится. Растут фабрики, заводы. Инвестиции к ним со всего мира идут. Казахи путешествуют по всему миру, учатся. Казахская молодежь учится во всех странах мира практически. И они и дальше будут развиваться, и дальше будут расти. Да, у них тоже есть проблемы, есть коррупция, много что им нужно еще решить. Но у них есть свобода и независимость. Это самое главное. И они ей очень успешно пользуются. У них есть свои собственные армии, у всех перечисленных стран. Есть свои собственные армии, которые в случае чего их защитят. Они выступают
в ООН, у них есть там свои площадки, свои представительства. Они выступают на чемпионатах мира, как Узбекистан. Чемпионат мира по футболу будет выступать. Прекрасно, я их поздравляю, и мы будем за них болеть. И они будут выступать под своим собственным флагом, под своим собственным гимном, в своей собственной национальной форме. Башкортостан не будет выступать под своим флагом ни на каком чемпионате мира. Якутия не будет выступать, Чечня не будет выступать. Они все будут выступать под флагом ненавистной Российской империи. А Узбекистан будет. И это прекрасно. Поэтому, дорогие мои башкиртар, чтобы захотеть стать независимыми, чтобы понять, как живут независимые страны, независимые народы, съездите и посмотрите. Посмотрите, как живут эти страны, как они развиваются, как они далеко ушли в своем развитии. И культуры, и языка, и традиций, и экономика у них растет. И тогда, возможно, вы перестанете бояться, тогда, возможно, вы всеми силами, всей своей душой будете желать независимости. А когда такой момент придет, когда рухнет российский режим, я уверен, что мы все обретем эту независимость. Встанем и провозгласим свою независимость на территории нашей Республики Башкортостан. На этом все. Хау болғат, хурмәтле милләттәшләр, осы шаһат иклем.